Сегодня мы будем говорить о рецензировании и этике, и о том, как вообще как можно в этом процессе поучаствовать, чтобы ускорить публикацию своей статьи. Если вы участвовали на вебинарах о том, как вообще готовить к публикации статью, вы знаете, да, что этот процесс, он очень такой тернистый, очень сложный, а для наших казахстанских ученых он еще и усложнен тем, что мы все пишем на неродном языке. И, соответственно, для нас, конечно, опубликовать статью в журнале зарубежном, да, который индексируется и Web of Science, и Scopus, конечно, это большой труд и большой долгий путь. Сегодня на вебинаре мы с вами поговорим, значит, вообще, что такое рецензирование, откуда оно взялось, зачем оно нужно. Я покажу вам процесс рецензирования, то есть как рецензируется вообще, куда попадает статья и как она проходит этап рецензирования. Расскажу о некоторых видах рецензирования. Мы поговорим о том, на что обращает внимание рецензент, о том, что делает в этот момент редактор журнала. Поговорим о научной этике, потому что это действительно важно. И об основных обязанностях рецензента и редактора именно в соблюдении научной этики, в том числе и вашей обязанности автора рукописи. Итак, будем в первую очередь поговорим вообще о рецензировании. Рецензирование на самом деле, рецензирование на английском языке, оно называется немножко по-другому, его привычно называть peer evaluation. Оно состоит из двух слов. Peer evaluation. Peer – это, как бы сказать, повторный взгляд на вашу работу, оценка вашей работы вашим, скажем так, каким-то другим человеком. Как правило, это ваш коллега, ваш сослуживец, какой-то знакомый из этой же области. Когда я училась за рубежом, я не перестаю об этом говорить, потому что мне хочется, чтобы как бы мы понимали вообще, что это за процесс. В зарубежных вузах peer evaluation или вот это рецензирование ваших работ, оно внедрено еще на уровне бакалавриата. То есть, начиная с первого курса, студентов приучают к тому, что их работу, будь это проект, будь это курсовая работа, будь это реферат, или будь это просто какая-то одностраничная монография, да, это все всегда дается на оценку другому студенту. Это будет либо ваш однокурсник, либо это будет ваш руководитель, либо это будет еще кто-то, но кто-то со стороны, кто может трезвым взглядом оценить вашу работу. Это очень распространенная практика за рубежом, и поэтому зарубежные ученые, они понимают этот процесс рецензирования, они понимают, зачем он нужен, потому что они просто с университета в этом процессе, так скажем, участвуют. Они могут оценивать чужие работы, их работы могут оценивать другие студенты. То есть это такой процесс, который происходит на постоянной основе. В наших вузах, я не знаю, как сейчас обстоит ситуация, но когда я училась в наших вузах, такого на самом деле не было никогда. И я впервые столкнулась с рецензированием именно когда уехала за рубеж. Так вот, что же из себя представляет рецензирование? Рецензирование – это этап рассмотрения вашей научной публикации, который следует сразу же за подачей рукописи в журнал, и основная суть которого, цель которого оценка вашей научной публикации, вашей научной работы, рукописи другим ученым из этой же сферы. То есть, грубо говоря, вашу публикацию берут и отправляют другому ученому в этой же сфере, будь это космическая сфера, тогда отправляют ученому из космической сферы, биологии, из сферы биологии, и он своим трезвым взглядом, объективным взглядом со стороны оценивает качество и содержание вашей работы. На самом деле, вообще рецензирование появилось очень давно. Первые рецензии датируются аж 1665 годом, это больше 300 лет назад, почти 400 лет назад, да, было. Но на самом деле рецензирование как обязательный этап публикации научных работ появился в 70-х годах, и в Соединенных Штатах Америки именно в 70-х годах он приобрел очень такой обязательный характер, скажем так, потому что
Америка начала после Второй мировой войны, когда произошла вот эта техническая революция, да, расцвет государственной науки, скажем так, в Соединенных Штатах Америки, привел к тому, что начали выделяться огромные деньги на науку. Естественно, эти бюджетные средства нужно было как-то оправдать. И оправдывали это тем, что выпускаемые работы проходили очень жесткую, скажем так, оценку, всестороннюю оценку. Так вот, для того, чтобы ваша работа была опубликована в журнале, она должна быть наиболее безупречной. Работа, как вообще происходит рецензирование? Работа, она отправляется ученым, которые работают в вашей области. И они, эти ученые, другие ученые в вашей же области, некоторых ученых вы можете знать, они, в зависимости от вида рецензии, они, естественно, оценивают качество, оригинальность и содержательность вашей работы. Более того, рецензенты обычно оценивают также соответствие вашей работы содержанию журнала, в котором вы хотите опубликоваться. Необходимо понимать, что у каждого журнала процесс рецензирования, длительность процесса рецензирования, она варьируется, она зависит от журнала, от его квартиля, от его репутации, скажем так, в научном сообществе. Но в среднем срок рецензирования не должен превышать 2 месяцев. Как правило, это еще зависит от свободного времени рецензента, но, тем не менее, 2 месяца – это максимальный срок, который предоставляется рецензенту для оценки качества работы. 2 месяца со дня отправки материала рецензентам, не с момента, как вы загрузили статью для публикации, отправили в редакторскую службу, а с момента того, как редактор отправляет вашу статью рецензентам. Вот с этого момента максимальный срок для рассмотрения вашей работы составляет 60 календарных дней. Вообще, зачем нужен, скажем так, этап рецензирования? Почему он необходим? На самом деле основная цель это того, чтобы изучение вообще вашей статьи экспертами помогает, способствует повышать качество опубликованных статей именно в этой сфере и оценивать важность результатов исследования. Кроме этого, на этапе рецензирования проверяется именно оригинальность вашей статьи. На самом деле, если для журнала важна его репутация, конечно, основная цель рецензии также выявить плагиат и мошенничество, которое использовал автор. Несомненно, что мы все, когда подаем свою работу на публикацию, вы должны проводить свою работу через какую-то систему антиплагиата. В Казахстане наиболее часто, наверное, используется система антиплагиат, но за рубежом самая популярная система на обнаружение плагиата, конечно, это система называется Turnitin. Ну, она, по-моему, признана №1 системой в мире, поэтому, тем не менее, рецензент может увидеть какие-то, скажем так, сходства с другими работами в любой работе, если он эксперт в этой области. Провелось некоторые вот исследования, вы можете видеть здесь на экране, что 84% исследователей считают, что без рецензирования не было бы контроля публикуемых материалов в научной среде. Мы должны понимать, что сегодня количество информации в мире, оно растет в геометрической прогрессии, и так как в мире очень много разной информации, конечно, необходимо эту информацию верифицировать, необходимо выявлять информацию, которой мы можем доверять. Поэтому все-таки процесс рецензирования, скажем так, помогает отсеивать некачественные работы, да, и оставлять более содержательные и более качественные работы. Сам этап рецензирования выглядит приблизительно вот так. Я прошу не пугаться этого слайда, он абсолютно не страшный. Если вы посмотрите, да, это вот схематическое изображение этапа рецензирования. На самом деле весь этап рецензирования можно гипотетически разделить на 6 основных этапов. Вот они. Вы видите, вот, начиная с оценивания статьи редактором вниз, вот этот вот кружок, это и есть основные этапы рецензирования. Итак, с чего начинается процесс рецензирования? Да? То есть вы написали свою статью, вы ее отредактировали, вы отправляете ее редактору, редактор вдруг решает, что да, он отправляет вашу статью на рецензирование. Итак, смотрите. Первое, вы отправляете статью, автор отправляет статью через систему онлайн-подачи.
у каждого журнала практически есть система онлайн-подачи статьи. Когда вы подаете, ее просто загрузив через ваш компьютер, не нужно никуда идти. Вот, вы подаете статьи, затем вашу статью, вот вы подали статью, подача статьи сверху, вот в синем поле, она попадает в редакторский отдел, вот внизу оценивание статьи редактора. Статью оценивает редакционный отдел журнала. Журнал проверяет структуру статьи, оформление, соответствие статьи требованиям к форматированию подаваемых рукописей журнала. То есть на самом деле здесь оценка идет по формальным признакам. Насколько верно вообще вы соблюдали поля в статье, насколько верно вы соблюли шрифт, пробел и так далее и тому подобное. Структура статьи, если там введение, если в статье основная часть, если дискуссионная часть и так далее. То есть это такой идет оценка редакционным отделом вашей статьи по формальным признакам. Можно это так сказать. При этом редакционный отдел не оценивает качество статьи. То есть вы должны понимать, что качество редакционный отдел не оценивает. После того, как редакционный отдел оценил вашу статью, также вмешивается в этот процесс, приходит главный редактор и помощник редактора, секундочку, которые проверяют вашу статью, самое главное, на соответствие вашей работы, тематики журнала, куда вы подаетесь на публикацию. Помимо этого, главный редактор может оценить оригинальность вашей статьи. Что такое оригинальность? Оригинальность вашей статьи – это отсутствие плагиата, скажем так, и на примечательность вашей статьи. Примечательно ли? Основная цель редактора на самом деле опубликовать ту статью, которая вызовет, которую будет больше читать. Поэтому примечательность статьи один из важных критериев, который оценивает редактор в вашей статье. Если ваша статья оказывается приемлемой для редактора, на следующем этапе как раз-таки привлекаются рецензенты. Вот отправка рецензентам происходит. Кто такой рецензент? Рецензент – это человек, который, по мнению редактора, опять-таки, может оценить данную редакцию на ее качество, содержание. Смотрите, редактор отправляет потенциальным рецензентам приглашение на рецензирование, на оценку какой-то конкретной статьи. Рецензент, естественно, может согласиться, а может и отказаться от этого приглашения. В зависимости от его свободного времени, в зависимости от конфликта интересов, в зависимости от заинтересованности в рецензировании данной статьи. То есть рецензент сам решает, соглашается он или нет. Как правило, редактор привлекает к процессу рецензирования двух человек, двух рецензентов. Но это может также варьироваться. Это может быть и один рецензент, это может быть и 3 рецензента и так далее. То есть редактор, в принципе, сам решает. Но в среднем это, как правило, 2 рецензента в основном. И вот редактор отправляет вашу статью после формальных признаков рецензентам, чтобы рецензент проверил ее содержание. Рецензент производит оценку рукописи. Вот это 3-й этап после подачи статьи. Это я не считаю с подачи статьи, я считаю с оценки редактором статьи. Вот 3-й этап происходит оценка рукописи. Рецензент устанавливает сроки, в которые он обязуется прочитать статью несколько раз. При первом прочтении статьи, научной статьи, формируется первоначальное впечатление от работы автора. И если на этом этапе, то есть когда рецензент первый раз прочитал статью, и если на этом этапе обнаруживаются какие-то очень серьезные ошибки, я не знаю, там действительно реальный плагиат, несоблюдение научной этики и так далее и тому подобное, рецензент может автоматически отклонить работу без дальнейшего рассмотрения. Вот вы видите, отклонение. Как вы получите уведомление об отклонении? Вам об этом напишет редактор. Редактор напишет, что рецензент отклонил вашу работу в связи с тем-то, с тем-то. Обязательно напишет вам причины. Если же вот на этапе оценки рукописи рецензентом каких-то серьезных ошибок нет, рецензент читает вашу статью несколько раз, делает обязательно заметки,
И затем, после этого, он предоставляет максимально конкретный отзыв по данной работе в редакторскую коллегию, обратно в редакторский совет. Вот видите, рассмотрение редактором рецензий. Получается, ваша рукопись падает вот сюда и снова возвращается к тем редакторам, которые отправили эту статью рецензентам на рассмотрение. Вот. В своей рецензии рецензент может написать, дать комментарий о том, что почему, допустим, отказано в публикации, да, и вам редактор пришлет отказ. Либо рецензент может написать, что необходима повторная проверка. Проверка орфографии, проверка каких-то формул, проверка каких-то графиков, проверка содержания, проверка дискуссий и так далее и тому подобное. То есть рецензент дает максимально подробный отзыв на вашу статью. Редактор читает эти полученные рецензии и оценивает. Именно ответственный редактор за вашу статью. И прежде чем принять решение о дальнейшей судьбе, конечно, он должен сам ознакомиться полностью с рецензией рецензента. Если при этом, смотрите, если нужна необходимая проверка, редактор вам отправляет вашу статью обратно, вот он, необходима проверка, они решают, и они отправляют ее обратно автору на доработку со всеми комментариями рецензента. Автор получает комментарий рецензента, предполагается, что он исправляет эту статью и подает доработанную статью обратно в редакторскую коллегию. То есть вы видите вот этот вот цикл вокруг, который синие поля и затем темно-зеленые поля. Вот этот вот круг. Если необходима проверка, 99,9% случаев статья всегда возвращается на доработку. Редко бывает такое, что статья сразу принимается на публикацию. Поэтому это такой, ну, как сказать, привычный этап, и вы заново должны подать, после того, как вы проходите необходимую проверку, дополняете статью, редактируете ее повторно, автор обратно подает доработанную статью, и статья обратно попадает на проверку к этим же рецензентам. И рецензент, конечно же, уже знает, что к нему придет эта статья, соответственно, процесс уже будет идти быстрее. Единственный момент, бывает такое, что рецензент дает свои комментарии относительно статьи. Понятно, что редактор сам принимает решение отказать, или он может отправить статью на доработку. Но если он видит, что, так как есть два рецензента, если он видит, что полученные рецензии очень противоречивы, допустим, один рецензент рекомендует отправить на перепроверку статью и потом отправить на публикацию, то есть он видит потенциал статьи, а один рецензент может автоматически отказать, то есть он обосновывает в отказе. Соответственно, в этом случае, когда такой очень спорный момент, редактор может пригласить третьего рецензента, чтобы услышать еще третье мнение и принять соответствующее решение. Если на этапе рассмотрения редактором рецензии все соответствует, по второму кругу статья прошла, рецензент оценил ее хорошо, то статья, естественно, утверждается, вот статья принимается, утверждается и отправляется в производственный отдел на печать. И затем публикация. Ну, печать — это сейчас чуть дальше вы увидите схематично, что происходит во время печати статьи. Но да, вообще вот весь этап схематично можно изобразить именно в таком моменте. И вот этот вот этап, начиная от оценивания статьи редактором и до необходимой проверки, вот этот этап и занимает наибольшее количество времени, этот этап, в котором участвует наибольшее количество людей. Здесь очень важна слаженная работа автора, рецензента и, конечно же, редактора, потому что на самом деле самое важное решение о том, допускать публикацию, кстати, в печать или нет, решает, конечно, редактор. И как можно ускорить свой процесс? Процесс ускоряется тем, что вы, конечно, должны наиболее быстро провести необходимую проверку вашей статьи и отработать все полученные комментарии рецензента. Но далее, смотрите, вообще
в основном в мире используется одинарный слепой метод, скажем так, рецензирования. Вообще их очень много видов рецензирования на самом деле. Мы сейчас поговорим об основных видах рецензирования, которые супсуществуют. Есть одинарный слепой метод, и это метод, который используется наиболее часто, потому что он считается одним из наиболее непредвзятых методов рецензирования. Одинарный слепой метод рецензирования – это когда автору неизвестны личности рецензентов, но рецензент и все участники, в том числе там редактор, рецензент и так далее, они, конечно же, знают и имя автора, и название его учреждения. То есть здесь, поэтому называется одинарный слепой метод, потому что одна сторона только не знает, скажем так, имени человека, да, и эта сторона автор. Автор не знает своих рецензентов. Двойной слепой метод – это когда сохраняется полная анонимность всех участников. И рецензент, и автор не знают, не автор, получается, рецензент не знает автора статьи, автор не знает рецензента статьи. На самом деле этот метод чаще всего используют журналы в области социальных и гуманитарных наук. И двойной слепой метод еще очень популярен среди очень именитых авторов, когда их работы должны проверяться, ну, рецензентами, скажем так, менее именитыми. Для того, чтобы не было предвзятости, используется двойной слепой метод. И есть, конечно же, открытое рецензирование, когда личности автора и рецензентов известны всем участникам, ну, всем участникам этого процесса. И на самом деле открытое рецензирование сейчас, так как развиваются вот эти вот открытые взаимоотношения, да, свободная наука, скажем так, соответственно, конечно, эта модель начинает приобретать все большую популярность. Но тем не менее, самой популярной моделью все еще на сегодняшний день остается метод одинарный слепой метод. Помимо этих видов рецензирования, их также называют еще модели рецензирования, конечно же, есть другие виды рецензирования, которые встречаются реже, но тем не менее они есть. Это первое, значит, рецензирование с правом передачи. Это когда рукопись проверяется рецензентами одного журнала, но затем принимается решение, допустим, если принимается решение о том, что эта статья не соответствует содержанию этого журнала, рецензенты и вот редакторский совет, они могут эту статью передать в другой журнал, чтобы в другом журнале также посмотрели эту статью другие рецензенты. Это называется рецензирование с правом передачи, и нужно понимать, что при этом методе рецензирования, конечно же, автору не нужно проходить повторно процесс подачи работы и рецензирования. Автор в курсе того, что его статья была передана в другой журнал на другое рецензирование другим рецензентам, но при этом он лишен вот этого, ну, ему не нужно повторно проходить весь этот этап и подавать заново на рецензирование. Это все делает уже сам журнал. Это также в основном происходит при публикации очень таких объемных работ, очень фундаментальных работ, больших работ, работ, которые, конечно, нельзя, скажем так, не публиковать. Далее есть сотрудничество рецензентов. Это когда над рецензированием работает целая команда, и эта вся команда, они знают, что они рецензируют какую-то работу, и они работают сообща, оба рецензента или 3 рецензента, да, сколько их, они обсуждают работу, которую они рецензируют, да, и могут выдать такой, скажем, единую рецензию редактору на эту работу, то есть такую обобщенную рецензию, скажем так. Они прибегают к какому-то единому мнению по этой работе и дают какое-то единое видение относительно потенциальной публикации, скажем так. И есть послепубликационное рецензирование. Оно само за себя говорит, это рецензирование, которое происходит после опубликования статьи. И, соответственно, нужно понимать, что послепубликационное рецензирование – это некое такое дополнение к классическому рецензированию, то есть при послепубликационном рецензировании статья, то есть она проходит предпубликационное рецензирование, такой же процесс, как и все статьи, но после публикации, конечно, рецензенты могут обсуждать эту статью в виде комментариев или в дискуссионной форме, и даже опубликовать какой-нибудь труд относительно обсуждения какой-то определенной статьи. Давайте поговорим о том, на что же все-таки обращает внимание рецензент. То есть, как автор мы должны понимать, да, чем
наша работа вообще может заинтересовать не только редактора, да, но и самого рецензента, который будет рецензировать вашу статью, потому что рецензент отвечает именно за качество и за содержание вашей статьи. Как правило, рецензенты, конечно, получают всегда стандартные вопросы, которые могут варьироваться в зависимости от журнала. Но обычно они обращают внимание на 3 следующих компонента. Это содержание работы, это качество работы и это соблюдение этических принципов работы. То есть, что касается содержание работы, на что обращают внимание, является ли затронутая тема в исследовании, естественно, актуальной и интересной для обширного круга читательской аудитории. Они оценивают, какие новые знания в данной области несет конкретно эта статья. Например, насколько является исследование оригинальным. Какую пользу это исследование приносит исследуемой области в сравнении с другими опубликованными материалами. То есть это конкретно вот оценка содержательной части статьи. Далее они оценивают качество статьи. Правильно ли указаны ссылки, хорошо ли написана статья, является ли текст понятным и легким для чтения, четко ли изложены цели и полученные результаты, соотносятся ли результаты подобранным методике исследований и так далее и тому подобное. То есть оценивают именно качество изложенного текста. И третье, конечно, это этические принципы, мы о них сейчас чуть позже поговорим, но здесь рецензент также оценивает вообще, обеспечена ли надлежащая безопасность всех участников исследования и содержит ли работа плагиат. Когда мы говорим об этических принципах научной публикации, конечно, в первую очередь мы говорим о наличии плагиата, скажем так. Как редактор использует рецензирование? На самом деле этап рецензирования помогает редактору принять решение по поводу статьи. Вообще, будет ли он публиковать эту статью или не будет публиковать редактор эту статью. И принимая решение на основании рецензий, конечно, редакторы учитывают первое, насколько тема статьи соответствует специализации журнала. Вообще это одно из самых основных, скажем так, условий рецензирования статьи, исследования, оценки статьи, потому что очень часто бывает такое, что авторы подают статью в тот журнал, в который, допустим, не исследует, не работает в данной тематике автором. Редактор также может учитывать существующие знания в данной области и спрос на публикацию в журнале. Немаловажным фактором является наличие свободных страниц. Смотрите, мы знаем, что журналы бывают 4 кварталей, да? Соответственно, журнал первого кварталя, в нем всегда очень тесно. В журнал первого кварталя очень много заявлений на публикацию. Соответственно, редактор должен понимать, что у него на каждую публикацию есть определенное количество страниц. Журнал не может превышать, допустим, если журнал состоит из 300 страниц, он не может превышать эти 300 страниц своего объема. Соответственно, он должен понимать, что если, допустим, ваша статья, у него осталось свободных страниц 5, а ваша статья на 12 страниц, конечно же, ваша статья в этом журнале уже и в этом выпуске не будет опубликована, потому что она просто не помещается в объем журнала. Поэтому количество свободных страниц на самом деле такой очень важный аспект, на который редактор всегда обращает внимание. Конечно же, рецензент представляет свои комментарии, но нужно помнить всегда, что окончательное решение по публикации статьи принимает всегда редактор. И даже если рецензент дал, скажем так, низкую оценку статье, редактор может отправить эту статью на доработку самостоятельно, то есть автору на доработку, приняв решение самостоятельно. Получается, вопреки решению, скажем так, рецензента. Поэтому хорошее отношение с редактором, на самом деле, это залог успеха научных публикаций, можно так сказать. Итак,
Если вам вернули работу на доработку, не нужно отчаиваться, нужно понимать, что когда работа возвращается на доработку, она всегда содержит в себе комментарии рецензентов. В принципе, всегда, когда вы даже общаетесь с редактором относительно вашей статьи, даже редактор всегда прокомментирует, что не так в вашей статье. Но если уже ваша статья попала к рецензентам, соответственно, вы получите от рецензентов, от редактора полное описание всех тех пробелов, которые вы должны устранить при повторном исправлении, корректировке вашей статьи. Это такие, ну это, конечно, рекомендации, но тем не менее, это те рекомендации, которые вы должны исправить, прежде чем ваша статья будет принята к публикации, в печать. И прежде чем вносить какие-либо изменения, нужно обязательно убедиться, что вы внимательно прочли все комментарии и хорошо их понимаете. Если вам непонятен какой-либо комментарий рецензента, обратитесь к редактору с просьбой прояснить все неоднозначные моменты. Для чего это нужно? Никогда не бойтесь общаться с редакторами. Вы получили свою статью на доработку. Вы можете задать редактору все волнующие вас вопросы. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее пойдет процесс дальнейшей публикации вашей статьи. Что нужно сделать в первую очередь? Вы получили комментарий рецензента. В первую очередь нужно исправить мелкие замечания, все орфографические, грамматические ошибки. И это нужно сделать максимально быстро, потому что большую часть времени вам все-таки придется уделить более важным исправлениям. Поэтому вот эти мелкие орфографические, грамматические ошибки, их желательно сразу быстренько исправить и перейти к исправлениям, к более масштабным изменениям. Это, как правило, естественно, изменение содержательного характера. Это, возможно, у вас неправильно подобрана методика исследования, возможно, вы неправильно интерпретировали результаты своего исследования и так далее и тому подобное. Конечно, это более долгая работа по сравнению с исправлением орфографических ошибок, но и эта работа должна занять у вас больше времени. Когда вы исправляете, вы исправили свою работу, допустим, но с какими-то моментами рецензента вы не согласны. Сообщите об этом редактору. Но самое главное, пожалуйста, будьте вежливы с редактором. Ваши ответы должны быть максимально развернутыми и обоснованными. Если вы считаете, что в какой-то методике, да, рецензент вам посоветовал ее поменять, но вы считаете, что ее менять не нужно, сообщите об этом редактору, обоснуйте эту точку зрения, почему не нужно менять эту методику, почему в данном исследовании именно этот метод наиболее подходит. Вы можете, то есть вы можете защищать свою статью, но нужно это делать всегда грамотно, нужно быть всегда максимально вежливым, потому что на самом деле журналов не так, казалось бы, при таком обилии журналов на самом деле немного, которые бы опубликовали вашу работу. Соответственно, скорее всего, вы в одном и том же журнале будете публиковаться несколько раз, очень разные статьи. И ваши статьи, скорее всего, будут попадать всегда к одному и тому же редактору, к одним и тем же рецензентам. Поэтому портить отношения мы настоятельно не рекомендуем. Не игнорируйте комментарии. Рецензенты, вы должны понимать, что рецензент добровольно согласился прочесть и оценить вашу статью. Поэтому каждый комментарий, который вам дает рецензент, должен быть вами правильно прочтен и исправлен, либо вы должны объяснить, обосновать, почему в данном моменте вы не согласны и почему вы не можете в какой-то момент в вашей работе изменить. Необходимо помнить, что первое, еще раз говорю, почти все статьи всегда возвращаются на доработку рецензентам. Очень маленький процент тех статей, которые автоматически после рецензии отправляются в печать, отправляются на верстку и печать. Это практически невозможный процесс. Все статьи, практически все статьи, я бы сказала, 99,9% статей, они всегда возвращаются на доработку. Поэтому это возможность в первую очередь для того, чтобы воспользоваться ей и улучшить качество вашей статьи. Не нужно злиться или защищаться. Смотрите, есть такое правило,
есть такой термин, да, emotional, как есть как эмоциональный коэффициент, когда человек принимает решение, да, есть такое исследование о том, что человек не способен принять решение при негативных эмоциях. Когда вы получаете отказ, это всегда неприятно. Это, наверное, самое неприятное, что может произойти во время публикации научной работы. Но вы должны запрограммировать себя, что у вас все равно придет ваша работа с исправлением. Поэтому, когда вы получаете комментарии рецензентов, подождите не менее 24 часов, а затем еще раз через сутки сядьте и заново прочитайте комментарии рецензента. Это поможет вам, во-первых, нейтрализовать первоначальную эмоциональную реакцию, а во-вторых, позволит вам более объективно воспринять комментарии рецензента. Это очень важно, потому что на эмоциях очень сложно что-либо объективно оценивать. Поэтому вы должны понимать, держать в голове всегда мысль о том, что и рецензент, и редактор хотят помочь вам. У них нет никакой идеи, как бы вам насолить, как бы не принять вашу статью в печать и так далее и тому подобное. Если вашу работу уже согласились отрецензировать, это говорит о том, что у вашей работы есть потенциал, и у нее очень хорошее качество на самом деле. И все, что делает на этом этапе рецензент, он просто хочет улучшить вашу статью. Поэтому, если вы исправили свою работу и вы сомневаетесь в чем-то, пожалуйста, обратитесь за советом к своему руководителю, если вы докторант, или к своим коллегам, которые также могут прочитать вашу статью и, возможно, помочь вам с мнением извне. Среди распространенных причин отказа, конечно, есть самые, скажем так, часто встречающиеся. Понятно, что никто не любит получать отказы и ощущать вот это вот разочарование отказа, скажем так. Но это вполне естественно, и, соответственно, если вы изначально себя настроите на то, что вашу статью, скорее всего, после первого раза вернут на доработку, это абсолютно будет нормально, ну, нормальное восприятие действительности. Смотрите, первая причина отказа – ваша статья просто не соответствует специализации журнала. Поэтому, когда вы подаете свою статью в какой-либо журнал, мы всегда говорим о том, что нужно прочитать хотя бы последние 3 выпуска этого журнала, да, ознакомиться с теми статьями, которые обычно публикует этот журнал и на какую тематику. Мы знаем, что журналы, как правило, очень, скажем так, специализированно, узконаправленные. Политематичных журналов практически не бывает. Поэтому, если у вас статья по юриспруденции, желательно, конечно же, отправлять ее в журнал по юриспруденции. Да? И именно если это юриспруденция в области семейных отношений, лучше найти журнал, который на этом специализируется и такие статьи публикует. Далее. Другой распространенной причиной является, скажем так, узкая специализация статьи. Что такое узкая специализация статьи? Это статья, которая, знания, изложенные в которой, не могут быть распространены на более широкий круг вопросов. То есть это настолько узкая статья, которая, скорее всего, в будущем не вызовет интерес у читателя и ну, не будет, скажем так, у нее не будет должного уровня цитирования, в журнал не подключится больше читателей благодаря этой статье и так далее и тому подобное. Это плохо написанная работа. Если работа действительно содержит очень много орфографических ошибок, содержит в себе какой-то непрофессиональный язык, сленг и так далее, конечно, эта работа также получит отказ от рецензентов, причем такие работы, которые очень слабо орфографически изложены, они получают отказ еще до того, как рецензент прочитает вашу работу второй раз. Такая работа будет автоматически отклоняться. Нужно всегда понимать, что если данные, которые вы излагаете в своей работе, используют таблицы, изображения, какая-то информация обозначена некорректно, или вы какую-то информацию подправили, скажем так, или вы взяли какую-то таблицу и исправили данные внутри, конечно, вы тоже автоматически получите отказ. И еще раз сообщу, что высокая конкуренция за место на странице. Мы знаем, да, что, еще раз повторюсь, что в журналах первого квартала очень сложно опубликоваться, даже потому, что на них очень высокая конкуренция в мире, на каждую страничку. Поэтому, прежде чем писать статью, подумайте, во-первых, в каком квартале журнала вы будете ее публиковать, в каком журнале вы будете ее публиковать, и в зависимости от этого у вас должен быть соответствующий объем статьи. Не всегда большая длинная статья – это хорошая статья.
Очень часто очень короткая статья может быть намного более содержательной и нести в себе больше информации. Что нужно делать, когда ваша статья отклонена? Первое. Подумать над полученными комментариями и отредактировать свою работу. Нужно обязательно написать. Вот это, кстати, процесс, который не все делают. Когда мы получаем отказ на нашу работу, мало кто думает о том, что нужно поблагодарить редакционную коллегию рецензента за потраченное время. Но все-таки нужно всегда оставаться профессионалами и все-таки написать ответное письмо на полученный отказ о том, что вы благодарите редакционную коллегию за то, что они просмотрели вашу статью. Вы можете просмотреть, естественно, другие варианты, поискать новый журнал, может быть, с меньшим кварталем, в зависимости от того, какие комментарии вы получили. Если вы получили комментарий о том, что ваша статья слабая, в ней нет той новизны, которая нужна для этого журнала, а вы подаете, допустим, журнал первого квартала, вы можете рассмотреть журнал второго или третьего квартала. То есть это не значит, что если вашу работу отклонил один журнал, что ее не возьмет другой журнал. В мире очень много журналов, которые могут опубликовать вашу работу, журналов в других кварталах. Поэтому всегда нужно оценивать себя очень объективно. Но вы должны понимать, что отклонение вашей статьи одним журналом – это еще не конец. Вы всегда можете ее доработать, заново отправить в этот же журнал, еще раз повторюсь, или все-таки найти журнал другой, с другим кварталом, с другим перцентилем, но в этой же сфере. Если вашу статью приняли, что дальше вы делаете? Допустим, все прекрасно закончилось, и вашу статью не отклонили, не отправили на доработку, ее принимают, и вам редактор сообщает об этом через специальную онлайн-систему подачи. То есть та онлайн-система, через которую вы подали свою статью, через нее редактор вам и сообщит, что ваша статья прошла рецензирование, и они готовы ее опубликовать. До этого вам, естественно, нужно будет обязательно подписать форму передачи авторских прав. Я вам сейчас дальше покажу ее, как она выглядит. И обязательно проверить корректуру верстки статьи. Это окончательная, скажем так, форма вашей статьи перед тем, как она будет опубликована. Вот так вот выглядит соглашение о передаче авторского права. Его вы должны будете подписать обязательно. Я знаю, что очень много наших исследователей молодых, они говорят, вот нас заставляют подписывать какое-то соглашение. Никто не собирается забирать у вас авторские права на статью. Но для того, чтобы завтра не было такого, что автор подает в суд на журнал за то, что он опубликовал его статью, что в принципе возможно, соответственно, журнал будет у вас брать соглашение о передаче авторского права, которое позволит ему опубликовать вашу статью на своих страницах. Процесс печати статьи выглядит вот так. Вот вы видите, да, что после рецензирования происходит решение редактора, и если редактор говорит о том, что да, мы будем печатать эту статью, соответственно, он получает файлы, принимает файлы от вас в электронном виде. Он может вам написать, естественно, редактор вам напишет о том, что вам нужно немножко где-то доработать. После доработки вы отправляете им файлы в электронном виде. После того, как файлы ваши будут приняты в электронном виде, происходит редактирование и набор текста. Редактирование – это редактирование на запятые, на какую-то мелкую орфографию и так далее. И, естественно, ваш текст набирается в соответствии с требованиями этого журнала. На этапе проверки корректуры верстки вам отправляют статью, вот ее набирают, редактируют мелкую орфографию и отправляют вам на проверку. Проверка корректуры называется. Вы проверяете, получается, вы самостоятельно это проверяете, уточняете какие-то детали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее ваша статья выйдет в свет. Далее, если вы после проверки корректуры вы вносите какие-то маленькие замечания, уточняете детали, эти исправления вносятся и проходит окончательная проверка. После этого статья готова, она, получается, компилируется в выпуск. Это может быть... Ваша статья может быть опубликована самостоятельно, вот вы видите, да, статья опубликована в интернете. Она может быть опубликована вместе с выпуском, с которым она скомпилирована. Он также будет опубликовываться в интернете. Или если это печатное издание, соответственно, вместе с выпуском статья самостоятельно не может отдельно в печатном издании опубликоваться. Поэтому вместе с компилированным выпуском статья отправляется на печать
и публикацию. Теперь вкратце поговорим об этике и почему все-таки этика – это важно. На самом деле этика, научная этика – это важная часть процесса публикации. У каждого из… Что такое научная этика? Научная этика – это честность. Честность перед читателем, честность автора перед рецензентом, честность рецензента перед автором, честность редактора перед автором и перед рецензентом. На самом деле это просто такой круг честности, я его так называю, но тем не менее этика в основном говорит о том, насколько вы должны быть честными в своей работе. Что должен делать автор для того, чтобы соблюдать научную этику научной публикации? Первое. Собирать и интерпретировать данные честным путем. Нужно обязательно убедиться, что статья не содержит плагиат и искаженные изображения. Если вы берете какую-то информацию из другого источника, не искажайте эту информацию. Вы должны перенести эту информацию в том виде, в котором вы ее взяли. Это будет честно. Отдавать должное опубликованным ранее работам, которые имеют отношение к предмету вашего исследования. Нужно обязательно указывать всех авторов, которых вы использовали в своей работе. Указывать обязательно всех участников, которые были причастны к вашей работе. Иначе это тоже будет нечестно. Сообщать редактору о любых ошибках, которые вы нашли в своей работе. Когда в процессе публикации статьи автор сам может в какой-то момент, перечитывая свою статью, увидеть какие-то ошибки. Быть честным – это означает сообщить редактору об этом. Я не знаю, кто так делает, но это честно. Избегать чрезмерного дробления одного исследования. На самом деле это очень такой больной момент, особенно, скажем так, ну, наверное, вот в развитии нашей науки, да, постсоветской науки, когда наши авторы пытаются дробить одну статью на несколько статей и делать из одной большой статьи несколько статей с целью того, чтобы опубликовать как бы большее количество статей. Так делать не нужно, потому что на самом деле не факт, что после такого дробления каждая из самостоятельных статей, которая была вычленена из одной большой оригинальной статьи, может содержать в себе нечто новое. А мы понимаем, да, что каждая статья должна содержать в себе какую-то новизну, научную новизну. И самый важный, наверное, этап, самый важный момент соблюдения научной этики – это подача рукописи одновременно только в один журнал. Мы постоянно говорим о том, что нельзя подавать статью в несколько журналов сразу. Всегда нужно подавать только в один журнал и работать с одним журналом. Поэтому всегда нужно сначала более тщательно подойти к выбору журнала, а затем уже подавать статью на публикацию. У редактора также есть обязанности в соблюдении научной этики. Первое – это, конечно же, он несет ответственность за обеспечение эффективного, справедливого и своевременного рассмотрения рукописей. У каждого редактора есть свой срок рассмотрения рукописей. Как правило, после того, как у нас в компании, в издательстве, у редактора в среднем 2 недели на то, чтобы он ответил вам на вашу статью. То есть, когда вы отправляете на публикацию статью, вы можете посчитать 14 календарных дней, и в течение этого срока вы должны получить ответ от редактора. Редактор обеспечивает конфиденциальных поданных данных. Он обязан принимать окончательные решения об утверждении работы к печати или ее отклонении. Поэтому бывают такие случаи. Вы написали, вы подали статью на публикацию, но с вами никто не связывается, вам никто не отвечает. Напишите редактору, спросите его. Я подал статью, что с ней, как мне быть? Я подал статью такого-то числа, мне до сих пор не ответили. Это не соблюдение научной этики. Я прошу от вас обратную информацию. Не бойтесь это делать. Это нужно делать всегда, если вы не получаете ответ от редактора. Редактор обязан обеспечивать справедливый выбор рецензентов. Если редактор знает о конфликте интересов между автором и рецензентом, и при этом он выбирает одинарный слепой метод, когда рецензент знает автора, а автор нет, соответственно, редактор несет на себе ответственность объективной рецензии. Это также относится именно к нарушению научной этики. Если редактор знает о конфликте интересов, но тем не менее отправляет этому рецензенту работу конкретного автора, то это уже нарушение этики. И, конечно,
существует апелляция авторов, и редактор должен объективно реагировать на апелляцию авторов. Вы имеете в виду, что вы всегда можете подать на апелляцию относительно публикации, опубликования вашей статьи в журнале. И обязательства рецензентам. Рецензент также, конечно же, несет ответственность в отношении соблюдения этических норм. И, конечно же, это первое, обеспечивать конфиденциальность всех работ и уважать частный характер доступной ему информации. Не утаивать рецензии в личных целях. То есть, когда рецензент просмотрел вашу работу, он обязательно должен сообщить и прокомментировать все те моменты, которые он считает спорными в вашей работе, дать объективную оценку, скажем так. Рецензент обязан сообщить редактору, если его квалификация не подходит для рецензирования конкретной работы. Он должен обязательно оценивать любую работу объективно и своевременно. Конечно, рецензент самостоятельно выбирает время, в которое он может уложиться, оценить конкретную работу, но все-таки есть определенный срок, да, и, соответственно, рецензент, который установил, допустим, для рецензии 3 недели, он, соответственно, должен обязательно уложиться в эти 3 недели. Сообщать редактору о подозрениях на плагиат и мошенничество, это, ну, наверное, такая самая главная. Вообще, в принципе, чтобы вы понимали, да, если рецензент видит плагиат с первых страниц, как правило, рецензенты, они, так как они рецензируют очень много работ, они видят все работы в определенной сфере, проходят через них, они практически сразу видят плагиат, и в этом случае, конечно, ваша работа будет автоматически отклонена и больше не допущена публикация в этом журнале. Вы должны понимать, что наказание за нарушение этики научных изданий может быть очень жестким, вплоть до судебного процесса на самом деле. И такие случаи, конечно же, в истории уже были, когда издательства подавали в суд на авторов, что заканчивалось судебным разбирательством, и вот этих авторов вносили, конечно же, в черный список. Но самое, наверное, легкое наказание – это, конечно, вынесение письменного выговора и запрета публикации своих статей в этом журнале. Когда это может? Жесткое нарушение этических норм – это фальсификация данных, это искажение информации, это опять-таки плагиат, это несколько одновременных двойных подач, это называется двойная подача, когда… Почему это чревато? Когда вы подаете одну и ту же статью в несколько журналов, и несколько журналов их могут опубликовать, это называется двойная подача. Если журналы об этом узнают, они дисквалифицируют вас, они удалят все ваши статьи, и, соответственно, вы в этих журналах больше никогда не сможете опубликоваться. Более того, на вас могут подать еще и в суд. Поэтому, пожалуйста, всегда подавайтесь только в один журнал. И некорректно указано авторство вместе с искажением изображения, о которых я уже говорила. У нас на сайте, вот здесь я опубликовала, я обязательно отправлю вам презентацию в PDF-формате по завершению вебинара вместе с сертификатами, и там вы можете пройти по вот этой ссылке. Здесь вы увидите, это абсолютно бесплатная ссылка, где вы увидите на английском языке, коллеги. Вы можете перевести на русский язык через браузер. Здесь есть обновленная версия первого издания, которое было опубликовано в 2006 году. В 2022 году были внесены изменения. Это лучшие практики, это гид по соблюдению научной этики при публикации. То есть это очень удобный такой гид. Здесь есть вся информация, его можно даже скачать в PDF-формате, чтобы он всегда был с вами. Советы по решению этических проблем в сфере научной публикации. Ну, здесь такие советы, которые вы тоже можете себе сохранить. Нужно всегда помнить, соблюдать этические нормы публикации научных материалов, понимать, что может быть наличие конфликта интересов, о котором вы обязательно должны указывать. Соблюдайте нормы ведения отчетности по своим публикациям, исправляйте найденные ошибки, защищайте всегда интеллектуальную собственность. На наших вебинарах о том, как публиковать, как готовить вообще свою статью к публикации, мы говорим о том, какие права интеллектуальной собственности бывают на публикацию, какие авторские права, в чем их различия. Поэтому я прошу не пропускать вебинары для того, чтобы вы могли эти моменты тоже понимать. Еще раз, да, вот это можете сохранить себе слайд, как напоминание, повесьте, если вы собираетесь публиковаться. Это что касается именно публикации в нескольких журналах одной и той же статьи. Это категорически запрещено, я не перестану об этом говорить, потому что это может привести к не очень хорошим последствиям. Есть
сайт, называется он, есть такой комитет по публикационной этике, Committee on Publication Ethics, COPE, сокращенно. Этот сайт свободный, здесь есть ссылочка publicationethics.org. Это сайт, такой мировой сайт, такое мировое сообщество ученых, которые заинтересованы в том, чтобы всегда при каждой публикации соблюдалась научная этика. Вы можете зайти на этот сайт, здесь есть вся информация о том, что можно, что нельзя делать в публикациях. Вы видите ethical oversight, intellectual property, journal management, как работают журналы и так далее и тому подобное. Это абсолютно бесплатный сайт, вы можете на него зайти и ознакомиться со всей информацией. Если вы видите нарушение своих прав как ученого в области научной этики, вы также можете подать сюда заявление, которое может быть рассмотрено именно этим сайтом. Они сотрудничают с Web of Science, они сотрудничают со многими издательствами, да, и, конечно же, это такой очень большой, хороший инструмент для того, чтобы помогать соблюдать научную этику всеми, и авторами, и редакторами, и рецензентами. И мы должны понимать, что научную этику соблюдать должны все участники. То есть, если вы видите, что редактор, есть конфликт интересов с рецензентом, пишите об этом редактору обязательно. Если вы видите, что ваши права научные, вопросы этики нарушаются, соответственно, вы должны об этом обязательно сообщить. Ну, на сегодня это все. Спасибо за то, что прослушали.